состоялась церемония закладки фундамента проекта «Уйгурский сад», который будет построен в Стамбульском районе Селим-Паша в сотрудничестве с Уйгурским фондом научной изобретательности и Канадским фондом помощи ACNA. На церемонии, состоявшейся 22 ноября 2023 года в районе Селим-Паша, района Силиври в Стамбуле, был заложен фундамент жилищного проекта, который будет построен для помощи нуждающимся семьям уйгурских турок. В церемонии, организованной Уйгурским фондом науки и изобретательности, приняли участие сотни человек, в том числе делегация ACNA, Relief Canada, гуманитарная организация в Канаде, неправительственные организации Восточного Туркестана, действующие в Турции, и представители некоторых партий Силиври. Согласно полученной информации, участок, который будет построен в районе Селим-Паша под эгидой Уйгурского фонда науки и изобретательности, планируется возвести в общей сложности 96 квартир в 6 зданиях. В Торонто, Канада, в сотрудничестве с Федерацией Восточного Туркестана Канады и Национальным культурным центром Восточного Туркестана был проведен семинар на тему «Право Восточного Туркестана на независимость и его значение для глобального мира». В семинаре приняли участие исследователи, политики и представители НПО Восточного Туркестана со всего мира, а также американский юрист Тони Зелинский, доктор Магнус Фискесио из Корнельского университета Института Джеффри Смита Лауре, главный советник по безопасности Мэйфи Консалтинг, старший сотрудник Канадского центра содействия внешней деятельности Чарльз Бертон из Центра продвижения европейской политики безопасности. Quacquarelli Simons опубликовал мировой рейтинг университетов 2024 года «Азия». Индия оказалась самой представленной системой высшего образования, где в рейтинг вошли 148 университетов. За Индией следует материковый Китай со 133 университетами и Япония с 96 университетами. По предварительным данным, 11 человек погибли и 22 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в торговом центре в Карачи, Пакистан. По сообщениям национальных СМИ, пожар вспыхнул в 6-этажном торговом центре, расположенном на улице Рашида Минхаса в Карачи, по причинам, которые еще предстоит установить. В результате пожара погибли 11 человек, 22 человека получили ранения. Китай заявил, что инициатива «Один пояс, один путь» в ближайшие 10 лет будет сосредоточена на менее масштабных и ориентированных на инновации проектах, на крупномасштабных инвестициях в инфраструктуру, а также будет уделять приоритетное внимание расширению использования национальной валюты юаня для финансирования инвестиций. В рамках обмена заключенными между Израилем и Хамасом были освобождены 39 палестинцев, содержащихся в израильской тюрьме. В письменном заявлении организации Хамас говорится, что 13 израильских заключенных и 7 иностранных граждан были переданы Международному Красному Кресту в рамках гуманитарной паузы в боевых действиях.